В МБОУ «Малокибечская ООШ» имени Яковлева Канашского района прошло традиционное соревнование по стрельбе из пневматической винтовки в память участника боевых действий в Афганистане Виталия Ильича Гурьева. На интересующие нас вопросы ответил заместитель директора по учебно-воспитательной работе Максим Александрович Александров. Максим Александрович, скажите, пожалуйста, с какой целью проводится данное мероприятие? Данное мероприятие проводится с целью патриотического воспитания среди молодежи и в память воинов-интернационалистов. Кто допускается к участию в этом соревновании? В данном соревновании участвуют все желающие Канашского района. Школы объявляют свое желание, присылают заявки и приезжают участвовать. В команде у нас участвуют 4 человека и руководитель. Скажите, пожалуйста, как будут определять победителей и как будет проходить награждение? Победителей определит жюри. В упорной борьбе посчитают результаты и определят. Мероприятие началось с церемонии открытия в зале боевой славы школьного музея. На церемонии присутствовали заместитель председателя Канашского отделения Чувашской республиканской общественной организации пограничников «Пограничное братство» Сергей Павлович Терентьев и заместитель руководителя Канашской территориальной организации ветеранов групп советских войск в Германии и в странах Варшавского договора Михаил Николаевич Александров. Здесь ваш земляк Гурьев, день его гибели стал отмечаться практически по всей России как День Героев Отечества. И он действительно был и является героем нашего Отечества. Вот это вы молодцы. Когда хороним, мы говорим кого-либо, вечная память. И вот настоящее то, что вот здесь сидят и участвуют дети школьного возраста, это, конечно, настоящее подтверждение тому, что герои, и не только герои, но все воины, защищавшие честь и достоинство, суверенитет нашего государства, как бы оно ни называлось, они должны остаться действительно и перейти от вас вашим детям, внукам, сколько бы лет ни прошло. Вот ради этого мы приехали, чтобы вас, во-первых, поблагодарить, что малокибечские школьники, педагогический коллектив, вы не забываете действительно своего выпускника своей школы, который действительно является для вас живым примером. Да, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Каждому хочется побеждать. Надо помнить, что стрелки готовятся метко стрелять, в первую очередь, не по людям, а по спортивным мишеням. Но если понадобится ваши спортивные умения, они должны перейти и во время боевых действий, чтобы защищать свою страну, свою семью, своих близких с оружием в руках. Вот чтобы самое главное, я думаю, цель вот этих соревнований — стрелять метко не для того, чтобы сегодня кого-то поражать, а чтобы вырасти готовыми бойцами, умеющими владеть стрелковым оружием. Ну и еще одно. Завершается год выдающихся людей, и 24 декабря этого года мы будем отмечать 75-летие со дня рождения нашего выдающегося спортсмена, серебряного призера Олимпийских игр
в Мюнхене 1976 года в упражнении стрельба бегущий по мишени, бегущий кабан. Хором скажете про фамилию, имя, отчество этого спортсмена? Да, вот иногда у нас так бывает. Других олимпийцев мы помним. А это я говорю про Кедярова Александра Петровича, который родился в 1947 году в семье железнодорожных служащих на разъезде Янгличи, на территории Янгельского тогда сельского совета, фактически. У него в паспорте стоит, он родился в селе Янгличи Канарского района Чувашской республики. А сейчас он, кроме того, что серебряный призер Олимпийских игр, он многократный чемпион ГСВГ, Вооруженных сил Советского Союза, СССР, Европы, мира и рекордсмен. Вот такой выдающийся. Я думаю, что если победители этих сегодняшних соревнований получат вместо грамоты, диплома, небольшой материал для стенда в своем спортивном зале об этом выдающемся нашем земляке, он почетный гражданин Алатырского района, потому что жил после того, как отец умер, учился в Алтышево, потом в Порезской школе-интернате, и его считают своим почетным гражданином Алатырцы. Он приезжает регулярно. В этом году в Алтышево проводил соревнования, лично по стрельбе. В Чебоксарах проводил соревнования межвузовские. Он нас не забывает. И нам бы вспомнить и на соревнованиях постараться стрелять так, сегодняшних, чтобы из вас отобрали спортсменов для сборной команды района, Чувашской республики, России и так далее. Директор школы Олеся Вячеславовна Васильева высказала свое мнение о военных событиях 20 века и о том, что все мы должны помнить и чтить участников военных событий, а также поблагодарила всех присутствующих и гостей за поддержку в проведении этого мероприятия. К сожалению, сегодня ветеранов Великой Отечественной войны уже в нашем селе нету. Есть участники Афганской войны, есть участники Чеченской войны, которых мы должны помнить. Дети должны помнить. Виталий Гурьев ушел в армию и 8 декабря в 1982 году погиб, выполняя свой долг перед Отечеством. Мы ежегодно чтим его память в стенах нашей школы, помним. Спасибо всем, кто сегодня пришел, приехал. Здоровья родным Гурьева Виталию. Вика у нас, племянница Виталия Гурьева, отличница. Ей всего самого хорошего в жизни. Спасибо. Ученики Кармамейской ООШ прочли стихотворение о солдатах, которые не вернулись с войны. Родственники Виталия Ильича Гурьева поблагодарили организаторов этого мероприятия, пожелали всем здоровья, мирного неба над головой, удачных соревнований, отметив, как важно сейчас проводить такие встречи. Романова Татьяна, ученица 9 класса Малакибечской ООШ Канашского района, рассказала всем гостям мероприятия о военнослужащем, который не вернулся домой, выполняя свой воинский долг. Обучающиеся Малакибечской школы исполнили патриотическую песню для поднятия бодрости и боевого духа для всех участников и гостей мероприятия. А после танец под музыкальную композицию Олега Газманова «Вперед, Россия» с поднятием российского флага. Затем все вместе мы почтили минутой молчания героя, участника боевых действий в Афганистане Виталия Ильича Гурьева. После чего все собрались в спортивном зале школы, где учащиеся в дружеской обстановке состязались за призовые места. Михаил Николаевич Александров, почетный гость мероприятия, заместитель руководителя Канашской
Всероссийской территориальной организации ветеранов групп советских войск в Германии и в странах Варшавского договора, ответил на важный и интересующий всех вопрос о развитии патриотизма среди молодежи за счет проведения подобных мероприятий. Михаил Николаевич, вы как приглашенный гость на данное мероприятие, считаете ли вы необходимым проведение подобных мероприятий в образовательных учреждениях? Да, конечно. Считаю не только необходимым, но считаю большим уважением к ветеранам, в том числе и к тем ветеранам, которые непосредственно не воевали, но служили в рядах советской армии, военно-морского флота в те годы, когда мы более-менее мирно жили в СССР, послевоенное время, а их было немного. И почему я считаю необходимым проведение вот таких мероприятий? Оно названо очень хорошо «Живая память». Вот мы стоим перед стендом, на котором видим фотографии и данные о выдающихся земляках земли, наших земляках. И эта школа издавна славилась, что они сочетали вот эти стенды с мероприятиями, встречами с живыми людьми. В этой школе я бывал и 30 лет тому назад. Очень славилась она. Тут и директор Алексей Яковлевич Яковлев, его именем сейчас, его имя присвоено школе. И у педагогический коллектив, и нынешний, они вот эти традиции не забыли. Важно и при том помнить не только о тех, которые воевали в разных конфликтах, военных операциях, специальных, контртеррористических операциях и так далее, и погибли. Но что участвовали они, а за ними, они знали, что за их спиной их родители, их младшие братья и сестры, их бабушки, дедушки, вот кого они защищали. Если вот нынешние школьники будут расти такими, которые знают, что победа в войне, хорошие результаты при проведении специальных военных операций, ожидаемые результаты, они же достигаются не только на поле сражения, они достигаются в том числе и то, как трудятся здесь те, которые трудятся на заводах, на фабриках, в разных организациях ООО или АО, независимо, как они героически, не только, а как они обеспечивают нашу армию, флот. Вот это, на это, если мы будем делать упор в дальнейших, вот сейчас, в нынешних ситуациях, когда идет специальные военные операции уже практически не на Украине, а на территории Российской Федерации, 4 субъекта новых субъекта, они не субъекты Украины, уже Российской Федерации, так? Вот если мы это будем понимать все, и ветераны, и работоспособные, трудящиеся, служащие в разных вооруженных формированиях, и молодежь подрастающая, вот тогда у нас будет больше возможностей добиваться поставленных целей меньшими потерями, погибшими, тяжелоранеными, ставшими инвалидами среди живущих сейчас более-менее мирно. Ведущая праздничной церемонии и племянница участника боевых действий в Афганистане Виталия Ильича Виктория Гурьева тоже приняла участие по стрельбе из пневматической винтовки. Вика, скажи, пожалуйста, как часто ты принимаешь участие в спортивных соревнованиях?
Я очень часто принимаю участие в разных спортивных мероприятиях, например, волейбол, баскетбол, стрельба. Стараюсь участвовать во всех. Также участвовала каждый год в Зорнице и в других разных мероприятиях. А тебе самой нравится принимать участие в сегодняшнем соревновании? Очень нравится, потому что это соревнование в честь моего дяди Гурьева Виталия Ильича, который геройски погиб на земле Афганистана. Я желаю всем хороших результатов в сегодняшнем соревновании и удачи. Организаторы уверены, что такие мероприятия нужны в целях патриотического воспитания молодежи, что самое главное и дорогое – родной дом и земля отчизны, которую нужно защищать. Администрация школы поздравляет победителей соревнований и благодарит всех школьников за участие. Людмила Матвеева, Владислав Васильев, Малакибечская ООШ Канашского района.